Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Рамазан месяц покидает нас, потихоньку покидает и уйдет от нас, но мы должны с этого месяца выйти с хорошими нравами, с нравами, которые требуют с нас ислам. Из этих нравов, которые ислам с нас требует, ат-тасамух, простить друг друга. Прощение – это красивый нрав, который призывает к этому ислам, потому что это укрепляет связь между народами, между людьми. Гнев, который между людьми есть, это уходит, если когда уже прощают. А месть, спор, гнев – это нрав, который уничтожает человечество, уничтожает связь между братьями, между семьями. Из этого прощать друг друга – это является один из лучших качеств человека. Как Аллах в Коране говорит: «Валя тастави л-хасанату валя саййиа, идфа' биллати хи ахсан, фаиза аллади байнака ва байнаху адаватун, кааннаху валийюн хамим». Не равны добро хорошее и плохое. Добро и зло не равны они. «Идфа' биллати хи ахсан». Отталкивая от себя, сдерживая кого-то с хорошими словами, хорошими нравами. Если так хорошо будет, а будешь сдерживать других, что тебе не вредили, прощая их, что будет? Это будет между тобой и тем человеком, у которого была вражда, как будто, говорит, он твой вали, друг, любимый другом станет. Твоим любимым другом станет так делать. Даже кто-то, когда тебя вредит, или же кто-то тебя повредил, прощать, это не каждый может. Из этого Аллах в Коране говорит, после этого аята: «Вама юлаккаха илля алладзина сабару». Это принять не могут, кроме тех, которые делают сабр, терпят. «Вама юлаккаха илля зу хаззин азим». У кого большой доля есть от сабра, от ислама, кроме этих людей не могут такое деяние делать. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам это качество. Человек по своему естеству не является безгрешным. Он грешит, он ошибается. Из этого за каждую его ошибку, если будем цепляться, спорить, ругать, тогда у нас общество будет раздор. Из этого Аллах в Коране говорит: «Фаман афа ва аслаха фа аджруху аля Аллах». Тот, кто простит и сделает ссор и примирение, его награда на Аллаха Субханаху ва Тааля. Иннаху ла юхиббу залимин. Поистине Аллах не любит притеснителей. Для нас есть высший пример пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Этот Икрима ибн Абу Джахль. Сын Абу Джахля Икрима. После того он больше 20 лет сражался против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он и его отец, фараон этого уммата, мешал им дават делать. Когда он принял ислам после открытия Мекки, смотрите, когда он ислам принял после открытия Мекки, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: к вам придет Икрима ибн Абу Джахль. Икрима, сын Абу Джахль, к вам придет верующим человеком. Уже верующим он придет и делал в хиджру, переселением придет он к вам. Не ругайте его отца. При нем отца не ругайте, потому что ругать умершего человека вредит живому. Хоть даже он его отец, когда перед ним его отца ругает, неприятно же, хоть какой бы плохой отец не был. Это ваше ругание до умершего не доходит, но это вредит живому человеку. Из этого говорит: не ругайте отца Икрима. Смотрите, какое качество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем Абу Джахль. Сколько вредил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько он старался убить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя после этого тоже, чтобы живому не вредить, запретил ругать его отца. А когда Икрима пришел, такой враг был ислама. Когда ислам принял, смотрите, те, которые говорят: мы нацисты,
или же кто-то еще там привязывает нам какие-то дурные качества, нам разницы нет. Это еврей, русский, американец, кореец, нам разницы нету. Когда человек ислам принимает, он становится нашим братом. Смотрите, Икрима был врагом пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Когда он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, сделал хиджру, пророк, саллиллаху алейхи вассалам, обрадовался за то, что Икрима пришел. И с его спины даже этот плащ упала, когда он к нему стал, и сказал: «Мархабан бирракиб аль-мухаджир». Добро пожаловать, всадник, переселенец, мухаджир. Так радостно встретил пророк, саллиллаху алейхи вассалам. И такой же пример нам Юсуф, алейхиссалам. Его братья с ним как поступили? Чтобы избавиться от него, и бросили его в колодец. Столько он далеко от своей семьи был, в тюрьму попал. Но после того, когда они пришли к нему и попросили прощения, он простил. Юсуф, алейхиссалам, простил. Сказал: нет на ваши греха, я вам прощаю. «Ла таthриба алейкум аль-йоум. Ягфиру Аллаху лакум». Аллах простит вас. На вас нет всего ни греха. «Ва хуа архамур рахимин». Аллах является самым милостивым из милостивых. Братья, вот нам примеры. Оба пророка. Пророк Юсуф, алейхиссалам, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, как они были своими врагами, как они прощали. Вот так же этот же нрав мы должны вырабатывать в себе. Очень трудно это. Когда твой человек тебя вредит словами или даже деяниями, которые даже ты не ожидал, это трудно. Из-за этого Аллах субхану ва тааля на себя взял вознаграждение за это. Сказал: это вознаградит, на Аллаха оставьте. Аллах это вознаграждает. Из-за этого дай Аллах субхану ва тааля нам, чтобы мы могли вырабатывать это качество. Братья мусульмане, сегодня ночью 23-й ночь. 21-ю прошло. Сейчас, как мы знаем, хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалам, ищите лайлатуль кадр, нечетных числах последние 10 дней. Кто с нами держал пост, когда Саудии увидели Луну, уже получается сегодня ночью 23-й ночь. 23-й ночь – это один из ночей, которые будут лайлатуль кадр, ночь предопределения. Из этого старайтесь, поклоняйтесь, делайте дуа, тахаджуд, Коран читайте, дуа делайте. Не забывайте наших братьев, которые в данный момент находятся под бомбежками этих сионистов. И не забывайте делать дуа против этих кафиров, врагов ислама и мусульман, чтобы Аллах субхану ва тааля уничтожил их, чтобы Аллах субхану ва тааля уничтожил их самолеты, их танки. Делайте дуа. Аллаху это не трудно. Если Аллах увидит нас причине победы, победа отправит Аллаху не трудно. Как Аллах субхану ва тааля отправил победу Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, газвату Бадр, отправил к ним ангелы, сражались с подвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалам. И также отправит Аллах субхану ва тааля ангелы, чтобы с нами вместе сражались с врагами. О Аллах, спаси наших братьев от бомбежки этих сионистов. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والنصيرية يا رب العالمين. اللهم عليك بهم جميعا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وامطر الحجارة عليهم يا رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.